أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Дорогие братья, у нас уже Шаабан месяц подходит к концу, заканчивается, и вот мы в ожидании месяца Рамадан. Наступает месяц Рамадан, когда мы все выполняем свой фарз перед Аллахом, соблюдаем пост, держимся уразу. Это один из столпов ислама и наша обязанность. Мы в первую очередь соблюдаем перед Аллахом свою обязанность, то, что на нас возложено. И сахабы, радиаллаху анхум, они ждали Рамадан, радовались его наступлению. Для них это был как будто праздник. Это действительно праздник, потому что если посмотреть на то, для чего мы вообще созданы, цель нашего нахождения на этой земле, наше самое большое предназначение на этой земле – это поклонение Аллаху. Об этом мы все знаем. Аллах Та'аля говорит в Коране: «А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун». Аллах говорит, что мы для этого и созданы. Это наше предназначение, самое большое, для чего мы находимся на этой земле. И поэтому, когда человеку удается выполнить вот это предназначение самым лучшим образом для верующего человека, это и есть самый большой праздник. Когда он наилучшим образом смог поклоняться Аллаху. И поэтому не случайно то, что после завершения месяца Рамадан мы отмечаем праздник, отмечаем Уразу Байрам, мы отмечаем то, что в течение целого месяца нам удалось поклоняться Аллаху, выполнять перед Ним свой фарз. И точно так же, когда происходит другое большое поклонение хадж, по его завершению происходит другой праздник, Курбан Байрам. И вот к этому месяцу Рамадан, конечно, нам нужно готовиться. Эти священные месяцы, месяц Раджаб, Шаабан, они являются подготовкой к этому месяцу, к месяцу Рамадан. Мы в эти посты, в эти месяцы соблюдаем желательный пост, соблюдаем суннаты. И таким образом мы телесно, свое тело готовим к месяцу Рамадан. Потому что если человек целый год уразу не держал, и только в месяц Рамадан начинает его соблюдать, это для человека немножко тяжело будет. Тем более, если он уже в возрасте. А когда соблюдает суннат посты, это бывает какой-то вот подготовкой. Вот даже если посмотреть на наши намазы, вот каждый день мы совершаем наши фарз-намазы, и перед фарз-намазами у нас есть суннаты, суннат, ратибат, намазы. И в чем мудрость того, что перед фарзом соблюдается суннат? Ученые говорят о том, что когда человек совершает суннат намаз, шайтан, видя его, говорит: вот этот человек не подчиняется мне даже в желательных деяниях. То есть он совершает то, что он даже не обязан делать. Это желательное деяние. И даже в этом он мне сейчас не подчиняется. Как же я смогу заставить его оставить свою обязанность? Оставить фарз, говорит, у меня тем более, говорит, не получится. И вот так шайтан, видя человека, совершающего суннат, он теряет надежду на то, что сможет заставить оставить фарз. И поэтому и в посте, в ураза то же самое. Когда мы соблюдаем суннат, мы разрушаем надежду шайтана на то, чтобы заставить нас оставить свой фарз, свою обязанность. И подготовка вот к месяцу Рамадан очень важна в том плане, чтобы готовиться не только телесно. Мы должны и духовно к этому готовиться. В первую очередь, очень важно делать таубу,
покаяться в том, что было упущено с нашей стороны до этих пор. Вот есть известный случай, который был с Фудайлем бин Ияда. Он был одним из известных аулия своего времени. Но до этого, как вот известно, может, вы многие слышали, он был разбойником. Он на дороге грабил людей. И получилось так, что одна женщина ему понравилась, и он хотел на ней жениться. И для того, чтобы ее добиться, чтобы заключить с ней никах, он приходил к ней в ее дом, и, отправляясь к ней домой, она жила на втором этаже. На первом этаже он слышит, как один человек читает Коран. И это был 16-й аят из суры Аль-Хадид. Смысл этого аята был таков, что Аллах Та'аля, обращаясь к уверовавшим людям, которые верят в Аллаха, Он им говорит: для таких людей разве не наступило время, чтобы их сердца наконец-то стали смиренными, стали богобоязненными? И Фудайль бин Ияз, который услышал этот аят глубоко затронул его сердце. Он сказал: да, это время наступило. То есть не может так больше продолжаться. Нужно оставлять все это плохое. Наконец-то должен же наступить тот день, когда мы должны оставить все это плохое и взяться за совершение, за соблюдение своих обязанностей, за то, чтобы мы перед Аллахом стали наконец-то смиренными, богобоязненными. И Фудайль бин Ияз оставил это свое занятие. И ученые говорят о том, что вот то покаяние, которое в тот момент совершал Фудайль бин Ияз, сила искренности этого покаяния, она вот была настолько сильной, что именно это привело к тому, что Фудайль в последующем стал одним из аулия Аллаха. То есть покаяние, таубу, возвышает человека перед Аллахом на такие степени, которого он не сможет добиться ибадатом, поклонением. И это зависит от того, какова будет сила этой искренности, насколько искренне он будет делать этот таубу и насколько сильным будет эта искренность. Поэтому это тоже немаловажно, делать таубу постоянно, не оставлять. Для таубу Аллах говорит, говорит, двери всегда открыты. И в таубу, в первую очередь, когда мы каемся, мы должны надеяться не столько, как на свое покаяние, не настолько, как мы усердны в этом, а на милость Аллаха, что Аллах нас простит, что Аллах примет это покаяние. Потому что кто такой Аллах? Аллах тот, который не имеет ни начала, ни конца. И также любой его атрибут, любой его сифат точно такой же. Он не имеет ни начала, ни конца. Поэтому милость Аллаха тоже не имеет ни начала, ни конца. Из этого следует какой вывод? Что сколько бы ни было грехов, какими бы они ужасными ни были, с милостью Аллаха они никогда не сравнятся. Поэтому сколько бы мы грехов не совершили, какими бы ужасными эти грехи не были, на милость Аллаха надежду никогда нельзя оставлять. Аллах может простить даже самый ужасный грех, какой бы он ни был, как бы много их ни было. Аллах говорит: я приму покаяние своего раба, пока его душа не достигнет его горла. В хадисе говорится об этом: «Инна Аллаха якбалу таубат аль-абди ма лам югаргир». То есть вот до этого времени, даже вплоть до того, когда душа начинает покидать тело, достигает до его горла, в этот момент, говорит, я уже его не прощу. В этот момент я, говорит, не приму его покаяние. Почему так происходит? Ученые говорят о том, что в этот момент
когда душа уже достигает его горла, Аллах открывает и показывает ему много чего, что человек до сих пор не видел. Аллах показывает ему ахират, ангелов, джиннов, то есть много чего он начинает видеть. И в этот момент, когда он говорит, да, я покаялся, да, я пожалел, начинает произносить шахадат, это уже не иман, и это уже не таубу. Человек просто признает то, что он видит. Потому что условие нашего имана, чтобы мы верили в то, что мы не видим. Это иман бил гайб. Аллаху Та'аля, описывая уверовавших, богобоязненных людей, в Коране говорит, в сурат Аль-Бакара, «Аллазина ю'минуна бил гайб». То есть верующие люди – это те, которые поверили в то, что они не видели. Мы верим в это, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам рассказал об этом. Мы ему поверили. То, что мы сами не видели. Это и есть настоящая вера. А когда человек то, что видит, говорит, это же просто, это уже не вера. Просто то, что он видит, признает. Поэтому, когда Фираун, находясь в этом положении, начал произносить шахадат, это тоже у него не приняли. Потому что это не было верой. Просто человек признавал то, что видит, когда уже не может с этим спорить. И таубу тоже должно быть каким, из-за чего должен сожалеть человек. Он должен пожалеть из-за того, что он приступил запрет Аллаха, что он ослушался Всевышнего. Если мы жалеем о том, что когда-то выпивали и погубили свое здоровье, потратили на это деньги, которые могли бы потратить на более лучшие дела. Если у нас сожаление именно из-за этого, это уже не тауба, это не покаяние. Покаяние бывает именно из-за того, что человек жалеет, что он нарушил запрет Аллаха. Это и есть настоящий таубу. Поэтому перед месяцем Рамадан очень важно нам не забывать и про таубу, про самое главное в нашей жизни. Потому что безгрешными, то есть чтобы вообще не совершать грех, таким ахлаком, таким нравом, таким табиатом наделены только пророки и ангелы. И поэтому, когда человек говорит, даже просит сделать его безгрешным, это уже является грехом. Потому что мы претендуем на то, чем владеют пророки. Аллах нас сотворил такими, чтобы мы грешили, но в то же время быстро делали таубу. В свое время Хасан Афани Кудиссируху спрашивали, говорили, что те люди, которые приходят к тебе, выходя от тебя, совершают вещи совсем непристойные. Почему так происходит? То есть, и сегодня это тоже есть. Из-за муридов, например, начинают упрекать тарикат, говорить что-то на устаза. Хасан Афанди Кудиссируху им сказал, не ищите в муридах то качество, которое присуще только пророкам. Быть безгрешным – это качество пророков. Это качество, говорит, не ищите у муридов. Я муридов, говорит, не учу, чтобы они были безгрешными. Я их учу тому, что когда они совершат грех, они не откладывали таубу, чтобы они быстро каялись. Поэтому грех мы избежать не можем, но главное, чтобы мы не забывали таубу. И тем более перед началом месяца Рамадан остановиться, подумать над своим образом жизни, задавать вопрос себе, сколько это может продолжаться. Не наступил же уже наконец тот день, когда мы все это оставим, покаемся во всем этом. И наконец-то уже возьмемся за то, для чего мы на этот свет вообще пришли. За свое поклонение, за свои посты, за свои намазы. И вот этот месяц Рамадан, иншаллах, в этом плане для нас, для всех, должен стать таким хорошим стартом,
То есть началом таких хороших перемен в нашей жизни. Потому что наша жизнь, она проходит от Рамазана к Рамазану, жизнь проходит. Были люди, которых мы видели в прошлый месяц Рамадан, наступает новый месяц Рамадан, каких-то наших братьев мы уже не видим, их уже нет на этом свете. Мы же не можем все время говорить завтра, завтра, завтра. Когда-то уже мы должны начинать что-то делать уже. Сколько бы нам лет не было, вот мы молодые, старые, Аллах же не делает разницы. Когда Аллах возложил на нас обязанность, 5 намазов, пост и так далее, в этом Аллах не делает разницы. Чем бы человек ни занимался, эти обязанности на людей возлагаются одинаково. А разница когда наступает? Разница наступает тогда, когда мы беремся за соблюдение этих обязанностей, потому что каждый делает это по-разному. Даже взять наши намазы, кто-то их дома делает, кто-то пропускает, кто-то небрежно относится, а кто-то старается на джамаат намазы ходить, совершать эти намазы именно в мечети. То есть понятно же, что между этими людьми будет разница, они не будут одинаковые. Поэтому нужно стараться и быть из числа тех людей, которые проявляют усердие в таких делах. Мы любим между собой соревноваться, хвалиться перед собой, что друг перед другом, что у кого-то, допустим, дети учатся в хороших местах, у кого-то родственники на хорошей должности находятся, работают. Любим хвалиться между собой, вот перед собой, своим происхождением, тухумом и так далее. И если обратить внимание на сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на сират, в тот момент, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину, в Медине были вот 2 арабских племени, Хазрадж и Аус. И между этими 2 племенами была очень сильная вражда, между ними постоянно происходили эти войны. И перед тем, буквально перед тем, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину, между ними было большое сражение, в котором они потеряли почти всех своих предводителей. И вот когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прибыл в Медину, он смог сделать так, что вот эту неприязнь, которая была между ними, Аллах обратил в то, чтобы эти люди соперничали между собой на пути ислама. Когда, допустим, человек из племени Хазрадж делал что-то на пути ислама, представители племени Аус не находили себе места. Они говорили, как так получилось, как мы допустили, что люди племени Хазрадж обошли нас. И не находили себе места, пока они не совершают что-либо ради ислама, чтобы превзойти их в этом. И вот это было их соперничество на пути ислама. И поэтому для нас тоже большой пример, чтобы наше соперничество было именно на этом пути. Чтобы мы в этих благих делах старались превзойти друг друга на пути ислама. Поэтому дай Аллах, чтобы этот месяц Рамадан для нас прошел достойно, чтобы это не были такие посты, не были такие намазы, чтобы мы в судный день пришли и обрадовались этим намазам, этим постам. Потому что есть такие намазы, есть такие благодеяния, наши ибадаты, когда человек приходит в судный день, рассчитывает на то, что у него есть благие дела, но ему показывают его намаз. Ему говорят, ты посмотри на свой намаз, сколько в нем гордости, сколько в нем показухи. Разве это намаз, говорит? Ему этот намаз обратно в лицо бросают. Поэтому дай Аллах, чтобы мы не были разочарованы, чтобы мы вот этот месяц Рамадан провели достойно и, конечно, оставшуюся жизнь тоже. Чтобы нас ожидал в нашей жизни хуснул хатимат. То есть, покидая эту жизнь,
чтобы мы были с иманом, ушли из этого мира му'минами. Чтобы вот на том свете, яумиль ахира, чтобы нам не было стыдно перед Аллахом за то, как мы эту жизнь провели. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.